публикаций, посвященных смерти Бегмурада Отузова, там вообще абсолютно ничто не соответствует действительности. Он там представлен как жертва того режима, которому он служил, верой и правдой. Но на самом деле Бегмурад Отузов, он есть прямой кровавый палач туркменского народа и всех оппозиционеров всех тех лет, начала 90-х, до 2002 года, вплоть до его личного ареста. Страницы. Что меня больше всего возмущает, это то, что они на одном листе, это Отузов, это Аллакулиев и Шахмурадов. То есть абсолютно нет никаких разграничений между палачами и жертвами. Этих зверств, которые учинили эти люди. Во-первых, это дьявольское отродье, если говорить прямым языком. Это служители дьявола, потому что именно с помощью таких людей строится вот эта диктатура. И если бы каждая семья, если бы жены, дети, сестры, матери боролись бы за своих близких людей, и, как говорится, сразу, конечно, они не были жертвами, но попадая вот в эти бесчеловечные условия, да, они мужчины, но там уже нет никакого подразделения. И с ними можно поступить так, как хочет эта власть. А власть, она хочет ужасного, кроме как унижения. И они показывают всему народу, что с этими людьми можно сделать то, чего даже в уме это представить невозможно. Обеляя и делая из этих палачей и убийц героев, это ненормально. И народ должен знать, и должны знать и сами семьи тех служителей диктатуры, что они будут отвечать перед всем народом за те жуткие деяния, которые они позволяют в отношении своих людей. Меня, вот ты понимаешь, больше всего возмущает то, что это одна нация, нет там уже ни русских, ни армян, ни евреев, никого. Издевательства делают сами туркмены. Только в данном случае я хочу подчеркнуть, что наш народ, он не ушел от этого троеболизма, что вот эта межплеменная вражда, она сильнее всего. И вот даже смотря на эту статью, это человек из Ташауза. И кто пишет о нем, это тоже ташаузцы. И хоть даже они и живут на Западе, они вроде бы, он молодой человек, но от этого межплеменного вот этого родоплеменной этой связи они никуда не ушли. Они хотят выгородить. Они хотят сказать, что нет, наши хорошие, мы вот такие. Это не мы виноваты, это не Язов виноват, это Бердымухамедов виноват. Нет, мои дорогие, виноваты вы все. Понятно, которые позволяете это и служите, потому что когда вам выгодно, вы все хорошие. А когда приходит время расплаты, они вдруг вспоминают, что они из другого племени. Вот это должно быть четко разграничено и разделено. Понятно, я тоже туркменка. Да, я другой национальности, но это моя земля, это моя родина. И поэтому, ты знаешь, Холмурат, у меня идет возмущение, и, конечно же, возмущаюсь не только я, возмущаются многие туркменистанцы, которые тоже жили там и тоже имеют право высказать свое мнение. Скажи, вот ты как считаешь? Ну, я со всем сказанным тобой я согласен. На самом деле в Туркменистане существует родоплеменное деление, родоплеменная защита. Жизнь последних 27 лет показала, что людям, с одной стороны, вроде бы пережить страшные времена, надо как-то объединяться и на родственных чувствах и отношениях. Но с другой стороны, чтобы не давлять этим родоплеменным отношениям над остальным населением или народом, или племенами, или живущими людьми на других регионах или районах или областях. Я не могу себе допустить даже мысли, если палач Поран Бердиев, тоже занимавший высшую должность в правоохранительных структурах, обелить его и сделать из него жертву режима. Нет, он такой же палач, как и Бегмурад Отузов для меня. Как может быть Бегмурад Отузов милосердным? Как он может кому-то пронести камеру сидящему или сидельцу какую-то передачу, если он морил людей без воды и хлеба в этих камерах, если он напрямую угрожал супругу Хошала Гараеву, Сонобалиевой, или ты без ребенка останешься, или это, если родится, то мы его отберем у тебя, ты уедешь отсюда, если ногу унесешь.
Это же палач туркменского народа. Как можно, если тот же Руслан Мятиев защищает его по родоплеменной принадлежности, тогда для меня тот же Руслан Мятиев значит в одной упряжке вместе с Бегмурадом Отузовым. Он также несет тогда моральную ответственность за поступки своего земляка. Раз в таком тоне было написано, это для меня был шок, что я вот это сейчас прочитал. Я не знал о существовании такой статьи даже. И это же издевательство над светлой памятью тех людей, тех борцов за свободу, за демократию Туркменистана, которые отдали свои жизни за нашу светлую жизнь, за жизнь нашего народа. И их ставят палачей и жертву на одну сторону весов. И это кощунственно. У туркмен нет такого понятия, прощения таким вещам. До 7-го колена род этого Бегмурада Отузова и тому подобных палачей будет проклят нашим народом. И он уже проклят. И зачем это все выставлять его как жертву? Я не понимаю, каким образом они проталкивают вот это все в международной правозащитной организации. Тут кровоточащие раны наших людей, населения, а тут те, которые издевались над ними. И в одном ряду галерея героев. Извините, я еще живой, я не позволю этого кому бы то ни было. Люди погибли за счастье наших народов. Юля, вы совершенно правы. Сейчас нет в Туркменистане управления ни одного русского, там узбека, там армянина, украинца или еврея. Нет никого. Управляет Туркменистаном туркмен. И издевается над туркменистанцами тоже туркмен. И перед всем миром, если бедный наш народ видел, как нас хают, как за народ хают во всем мире, что мы не туркмены, что мы не мужчины, учитывая наше историческое прошлое, что мы опустились перед диктатором на колени, поем ему песни, пляшем перед ним пляской, забыли свою гордость, достоинство туркмена. И это же ведь что-то творится, как манкурта мы стали. На самом деле мы стали рабом у одного диктатора. Но придет время. Народ воспрянет. Туркмена можно загнать в угол, но туркмена нельзя убить. Мы такая нация, которых можно согнуть, но сломать нельзя. И я уверен, придет тот светлый день. И к этому, поэтому я хочу сказать, знать об этом, об исторической правде, знать, кто был палачом, кто был жертвой, и разграничить это все, это наш долг, живых людей, которые живем здесь, сейчас и сегодня. Но я могу одно обещать. Если мы вернемся в Туркменистан, мы в обязательном порядке проведем там люстрацию тех людей, тысячи их, которые занимали должности на правительственном уровне, на местном уровне при Харам Баши-Ниязу и при Харам Дага Бердымухамеду, согласно содеянного ими преступлению, будут нести ответственность, в том числе и уголовную, перед народом, перед народным судом. Вот это я могу обещать. Халкın hakkı var, шудатlar. И боролись мы не на жизнь, а на смерть. Поэтому мы выжили. Поэтому мы сейчас здесь сидим и говорим. И я могу это сказать. Народ имеет право. Халкın hakkı var. Почему только Диана Серебряна осмелилась дважды за один год задавать вопрос министру иностранных дел России Лаврову, а остальные правозащитники сидят вон в конце зала там и потихонечку себе в блокнот что-то записывают. Ведь они участники всех этих совещаний. За счет грантов они это все посещают. За счет грантов они семьи свои содержат. Где совесть у людей? Вот какой у нас диктатор, такая у нас правозащита. Какая у нас диктатура, такая же у нас и оппозиция. Atlanalım